Здравствуйте, на телеканале ВСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Поставили в пример. Регион будет развиваться, несмотря на все сложности. Ради Фаридовича и ему лично, всей команде огромное спасибо. Проект жилстройсбережений и ЦУРа растиражируют по всей стране. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин посетил объекты, строящиеся к юбилею Уфы. 5 видов борьбы здесь будет. Грека, вольная, самбо, дзюдо и куреш. Авиастроение берет новую высоту. Я считаю, что республика задает очень высокие стандарты, применяет все возможные меры поддержки, где-то даже идет лидером и внедряет новые меры поддержки, которые потом копируют другие регионы. На УМПО запустили оборудование, аналогов которому нет в России. Курс на технологический суверенитет. Применение этих технологий позволяет снижать вес и существенным образом повышать ресурс нашей техники. Время собирать урожай. Погодные условия в этом году хорошие, ожидаем хороший урожай. Рыночная ситуация вынуждает аграриев менять тактику. На смену импортных семян башкирская селекция. Вместо зерновых упор на бобовые. Культура года – это чечевица. Чечевица по цене от 70 до 90 рублей за килограмм при себестоимости около 25 рублей. Да, это для нас новая культура, это бобовая культура и так называемое счастье агрономии. Световая арка, цветущие музыканты и подводное царство. Уфа меняется, Уфа преображается, Уфа с каждым годом становится лучше. Столица наряжается к большому юбилею. Теперь Уфу можно попробовать на вкус. Башкирия блестяще справляется со своими показателями и стабильно находится в зеленой зоне развития страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В ходе рабочего визита в Уфу вице-премьер посетил ряд объектов, которые планируют открыть к празднованию 450-летия столицы республики. В частности, строящему к международному форуму Дворцу борьбы Марат Хуснуллин дал высокую оценку, назвав его объектом мирового уровня. Азат Садреев расскажет подробности. Пока здесь слышен лишь шум строительных инструментов, но до новых мировых рекордов осталось совсем немного. Один из главных юбилейных объектов к 450-летию Уфы уже этой осенью примет 12-й международный форум «Россия. Спортивная держава». Здесь же состоится совет при президенте России по развитию физической культуры и спорта. 5 видов борьбы здесь будет. Грека, вольная, самбо, дзюдо и куреш. А также гостиница для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, спа-комплекс и бассейн. В центре борьбы будут проходить соревнования международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта. На стройплощадке в 2 смены работают почти 500 специалистов. Готовность объекта 83%. Уникальность этого объекта в его архитектуре, она очень необычная. То есть нигде подобных строений у нас по России, из новых строений, нету. Очень великолепные колонны из турецкого мрамора и амфитеатр. За соревнованиями смогут наблюдать почти 3500 зрителей. Это второй по вместимости зал после Уфа-арены. Поэтому спортивный центр станет площадкой и для проведения культурно-массовых мероприятий. После осмотра вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал Уфимский центр борьбы объектом мирового уровня. В мире я убежден, что вряд ли есть такого уровня, если есть, то единичный. Очень хорошая концепция, очень хорошая идеология, значит, очень правильный подход. Особо меня радует, что он находится в центре развивающейся жилой застройки. Не где-то в центре, можно было идти в центре построить, да, и, конечно, может, это было бы удобно. То, что он находится в жилом микрорайоне, будет центром притяжения района и, значит, развитием архитектуры, и развитием культуры, отдыха, спорта, да, это прекрасное решение, как внутри, так и наружные виды спорта, и волейбол, там, и все игровые площадки. Марат Хуснуллин признался, что уже давно не был в Уфе, и за это время башкирская столица заметно преобразилась. Рекордными темпами идет ввод жилья, строятся дороги, новые инфраструктурные объекты, социально-экономическое развитие региона. Заместитель председателя правительства России и глава Башкортостана обсудили на совещании в ЦУР. Хочу отметить, что у республики впечатляющие успехи. Вы стабильно по всем нашим вопросам находитесь в зеленой зоне.
Значит, что такое зеленая зона? Вы понимаете, что 24 программы, в которых вы принимаете участие, без системной каждодневной работы быть в зеленой зоне невозможно. Отдельно обсудили вопросы строительства и ввода нового жилья. По этим показателям в Башкортостане прошлый год был рекордным. Как отметил Ради Хабиров, в 2023-м в регионе построили 3,3 миллиона квадратных метров жилых домов. Также досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На ее реализацию направили почти 2 миллиарда рублей. Новоселье отметили 9 тысяч человек. В Республике Башкортостан успешно реализуются мероприятия по финансированию жилищного строительства с использованием нашей программы «Жилстройсбережения». В целях стимулирования долгосрочных сбережений участникам программы из средств республиканского бюджета начисляется адресная государственная субсидия, премия, в размере до 30% от суммы ежемесячных накопительных взносов. Наша программа действительно оценена и нашими коллегами, и на федеральном уровне. Она стала финалистом Всероссийского конкурса лучших практик инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Еще одна тема совещания – дорожное строительство. С 2019 по 2023 годы в Башкортостане реконструировали и отремонтировали почти 8,5 тысяч километров дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершена реализация первого этапа самого крупного инфраструктурного проекта региона «Восточный выезд» из Уфы на федеральную трассу М5. Порядка 40 миллиардов рублей за последние 5 лет удалось привлечь в регион за счет использования механизмов федерального инфраструктурного меню. В частности, на эти средства реализует проект по модернизации дорожно-транспортной системы и комплексной жилой застройки «Южные ворота» в Уфе, а также проект комплексного развития территории в Нефтекамске. Мы решаем очень такие сущностные задачи по увеличению и объемов, и темпов строительства, по созданию новых направлений, по созданию новых дорог, по решению таких застарелых коммунальных проблем. Поэтому, вот, мне кажется, весь этот период мы видим очень слаженную поддержку и такую, знаете, партнерскую работу. Здесь мы только слова благодарности и, конечно, пожелания, чтобы также мы дальше вместе работали. В ходе рабочей встречи Ради Хабиров и Марат Хуснуллин обсудили также вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который должен объединить действующие проекты «Жилье», «Дороги», программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийных и ветхих домов. Завершился визит вице-премьера российского правительства прогулкой по общественным местам. Вместе с главой республики он возложил цветы к памятнику первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову и осмотрел памятник Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратова на Советской площади, как и Уфимский центр борьбы. Этот конный постамент не имеет аналогов в мире. Азат Садриев, Равиль Рахимзянов, Руслан Галямов. Итоги недели. Уфа. Два проекта Башкортостана Марат Хуснуллин предложил растиражировать по всей России. В частности, речь о программе «Жилстройсбережений», которую вице-премьер правительства России назвал возможной альтернативой ипотеке. Суть ее заключается в следующем. Участники, открывая вклад, делают регулярные взносы. Республика же обеспечивает их софинансирование в размере до 30%, но не более 5000 рублей в месяц. Через 3-6 лет накоплений можно оформить ипотеку по ставке от 5,5% годовых, используя средства как первоначальный взнос. Еще один проект, получивший высокую оценку Марата Хуснуллина, это Центр управления республикой, который он назвал ярким примером эффективного внедрения цифровизации в управлении регионом. Регион, несмотря на такие сложности, экономические, санкционные и прочие, блестяще справляется со своими показателями. У региона все возможности есть и очень большой потенциал для роста. Считаем, что регион будет развиваться, несмотря ни на все сложности. Ради Фаридовичу и ему лично, всей команде огромное спасибо. По итогам визита в Башкортостан Марат Хуснуллин опубликовал пост у себя в социальных сетях, где рассказал о том, что увидел в республике в ходе облета. В частности, он сообщил своим подписчикам, что его порадовал восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М5. На его взгляд, это сложный объект. Кроме того, заместитель главы Кабмина страны изучил, как идет строительство Южных ворот. В этом году запланировано открытие движения по улицам Пугачевой и генерала Рыленко, а также окончание строительных работ на мосту через реку Белую в Уфе.
Башкортостан задает очень высокие стандарты развития промышленности. Об этом на неделе сказал глава Минпромторга страны Антон Алиханов во время посещения уфимских предприятий. В фокусе внимания было авиастроение. В республике делают детали для новейших отечественных лайнеров. Федеральный министр принял участие в запуске не имеющего аналогов оборудования. Ради Хабиров, комментируя открытие нового цеха, отметил, теперь двигателестроение выйдет на новый уровень. О вкладе, который республика вносит в строительство импортозамещенной отечественной авиации, расскажет Артур Шамсудинов. МС-21 – главная надежда российского авиастроения. Среднемагистральный самолет на финальной стадии разработки. Как говорят эксперты, по ключевым показателям лайнер не будет уступать Аэробусу и Боингу, а по комфорту даже превзойдет их. Многие комплектующие, в том числе более 30% деталей двигателя, производят в Уфе. Прошу вас подать первую высоту. Компоненты авиадвигателей делают из титана и алюминия на УМПО. На новом участке, который открыл министр промышленности страны Антон Алиханов, теперь будут проводить газостатирование отлитых комплектующих. Газостат – это, по сути, установка по упрочнению металла. Когда деталь отливается, внутри образуются различные небольшие полости. Газостат как бы выдавливает их наружу. Вот можно заметить эти небольшие пузырьки. Таким образом, сама структура металла становится гораздо крепче, ну а все выявленные дефекты затем устраняются. Горячий изостатический пресс – первое и единственное оборудование такого уровня в России. Да и в мире подобных агрегатов по пальцам пересчитать. Прежде установки были только в Швеции, Штатах и Японии. Газостат в Уфе стал четвертым. Я считаю, что республика задает очень высокие стандарты, применяет все возможные меры поддержки, где-то даже идет лидером и внедряет новые меры поддержки, которые потом копируют другие регионы. Мы очень благодарны руководству республики, Ради Фаридовичу Хабирову за такое отношение, всему правительству республики за то, что они так внимательно к этому относятся. Ну а Ради Хабиров открытие нового цеха назвал огромным шагом вперед для отечественного двигателестроения. Реализация проекта началась в 2022 году. Объем инвестиций превысил 3 миллиарда рублей. Подчеркну, что оборудование отечественного производства его изготовила компания «Дробмаш», входит в Русполимет, и аналогов ему в стране нет. Как отметил глава Минпромторга, перед страной стоят амбициозные задачи по гражданскому авиастроению и гособоронзаказу. Раньше заводам приходилось ввозить титановые части двигателей из других стран. С вводом собственного газостата производство в этой части становится полностью импортонезависимым. Мы сможем, во-первых, существенным образом увеличить объемы выпуска двигателей, которые идут на гражданские самолеты, двигатели ПД-14, ПД-8, двигатели ПД-35, но и в том числе обеспечить безусловно выпуск двигателя гособоронзаказа. Из 65 предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, 14 как раз-таки находятся в контуре Ростеха. В его структуру входит и Уфимская гидравлика. В рамках гособоронзаказа завод получил федеральную субсидию. Сейчас здесь расширяют производство. На реализацию инвестпроекта до 2025 года уйдет 7 миллиардов рублей. Продукцию компании применяют и в гражданской сфере. Речь, например, об агрегатах и системах для все того же лайнера МС-21 и сухой суперджет. Башкортостан по промышленной политике занимает уже 4 года. Вчера занимал первое место, и в этом году, по итогам прошлого года, это говорит о том, что, в общем-то, мы ведем правильную политику, поддерживаем нашу промышленность. Вообще за 5 лет наша промышленность выросла на 19,6%, почти на 20%. И в этом году уже за 5 месяцев на 7,4%. Поэтому будем продолжать развиваться такими же темпами. Чтобы справиться с растущими объемами, нужны кадры. Федеральный министр дал высокую оценку учебному центру Ростеха, который функционирует на базе ОМПО. Здесь проходят практику студенты колледжей, а также учатся соискатели, кто хочет связать себя с двигателестроением. Очень много профессий. Можно отучиться, да, даже взять вторую и третью профессию. Зарплата, стипендия тоже очень хорошая, даже во время обучения. Грубо говоря, работаешь, учишься и получаешь деньги. Минтранс России обозначил высокую потребность в воздушных судах. Парк необходимо увеличить на 40%. Как сказал на совещании Антон Алиханов, альтернативы полностью российским самолетам для страны сейчас не существует. А значит, для авиапроизводителей наступило время уникальных возможностей. Власти работают не просто над технологическим суверенитетом, но и лидерством. И Башкортостан вносит весомый вклад по этой части. Артур Шамсудинов и Артур Хуснутдинов. Итоги недели.
Между тем, автогигант страны НИФАЗ планирует вдвое увеличить в Башкортостане выпуск автобусов, а именно до 3000 единиц в год. Реализация масштабного инвестпроекта намечена к 2026 году. Глава республики обсудил перспективы развития предприятий, входящих в структуру КАМАЗа, с генеральным директором Сергеем Когогиным. Модернизация производства будет осуществляться путем повышения доли автоматизированных технологических процессов. Так, на НИФАЗе планируют запустить роботизированный комплекс для сварки и сборки каркасов автобусов. Гостям также показали образцы продукции предприятия, в том числе новую модель низкопольного автобуса и вахтовый автомобиль КАМАЗ. Ну вот мы здесь тоже смотрим, каждый раз действительно останавливаться нельзя, появляется новая модификация, современная модификация. Вы видите, мы сознательное решение приняли, что по Уфе бегают автобусы именно НИФАЗовские. Во-первых, это наши родные. Во-вторых, они очень конкурентоустойчивые. И эстетически красивые, и эксплуатационные характеристики хорошие. Как генеральный директор КАМАЗа довольны производственными показателями НИФАЗа, одного из предприятий, которые входят в ваш холдинг? Если он обеспечивает рост больше 30% в год, если у нас нет нареканий про качество, конечно, доволен. В состав КАМАЗа входят 3 предприятия республики: Нефтекамский автозавод, Белзан и Туймазинский завод автобетоновозов. Благодаря налаженным кооперационным связям в производственной цепочке участвуют 54 республиканских производителя. В республике собрали 1000 тонн нового урожая. Первыми включились в эту работу Илишевский, Туймазинский и Кургазинский районы. На днях в страду вступил и Кармаскалинский. Пока аграрии заняты уборкой озимых культур. Прогнозы на урожай в Башкортостане хорошие, не менее 3,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом аграрии вынуждены менять тактику согласно новым экономическим реалиям. Это касается и рынка сбыта, и поиска новых рентабельных культур. Тему продолжит Дилия Махмутова. Плечом к плечу с опытными комбайнерами работает и молодой экипаж. Динар Аскаров бороздит поля в битве за урожай только 2-й сезон. Пришел в сельское хозяйство целенаправленно, по зову сердца. И сегодня хлебороб намолачивает тонны зерна, проходя гектар за гектаром. Когда пришел работать, на старом комбайне работал. Удобство нормальное, комплектация была. Здесь то же самое, такая же комплектация, как и на старом, но есть изменения. Кабина побольше, пространство. То есть еще видно, вот жатка у них большая, 9-метровая, побольше убирается. Первым в уборочную страду в Кармаскалинском районе включилось хозяйство «Урожай». Сейчас на поле трудится 12 комбайнов. Рабочий день они начали с первыми лучами солнца. Уже скошены и обмолочены 150 гектаров зерновых культур. Прогнозы хлеборобов хорошие. Ожидают не менее 45 центнеров с гектара. Теперь главное своевременно все убрать, не допуская потерь. Общее около 18 тысяч гектаров земли в нашем отделении. Большинство из них засеивается. Мы сеем ячмень, яровую пшеницу, рапс сеем, подсолнечник, соя, кукуруза. Параллельно пресс-подборщики формируют рулоны. В дальнейшем хозяйство использует солому на своей ферме. У них на откормке больше 1000 крупнорогатых. Осенью планируют завести и молочных коров. Сейчас в хозяйстве идет реконструкция. Это новый сорт гречихи Танып. Сейчас он находится на государственном испытании. В течение 3 лет его будут тестировать на устойчивость к нашему климату. В случае успешной практики его предоставят аграриям для сева. Начало уборочной страды в республике отметили Днем поля в Нуримановском районе. В рамках мероприятия участники прошлись по экспериментальным делянкам. Их на участке 112. Только пшеницы здесь 43 вида. Как было сказано на семинаре совещания, аграриям республики важно уделять внимание башкирским сортам. Мы создаем сорта, биохимики, генетики смотрят геномные, генетику усиливают, биологи создают биопрепараты по технологии возделывания, химики – химические препараты. Брали модель развития европейской системы, но мы видели, как недобросовестно поступили с нами эти зарубежные партнеры и сегодня ограничили нас в доступе как раз к этой генетике. Чем жестче, тем
чем лучше. Сегодня наши ученые, наши фермеры, наши предприятия быстро перестроились. Еще пару лет, я думаю, у нас будет 100% независимость от иностранной технологии. Это все будет наше, башкирское, российское. На выставочной площадке Башсельхозтехники прадедушка современного трактора. Именно с такого агрегата началось массовое тракторостроение в нашей стране еще в 1934 году прошлого столетия. Сегодняшний кировец тоже стал легендой, дав мощный толчок развитию сельскохозяйственной техники в России в современных реалиях. И в целом ничуть не уступает импортным сельхозмашинам. Но сегодня надеяться на импортные трактора абсолютно невозможно. Сегодня на кировец мы можем в течение одного дня, они могут сами приехать, привезти, даже вплоть двигатель снять, увезти и отремонтировать. В этом году на поля выйдут почти 4000 зерноуборочных комбайнов. Это на 140 единиц больше, чем в прошлом году. В республике достигли хороших показателей по производству зерновых, зернобобовых и технических культур. Но сейчас рыночная ситуация нестабильная. В числе рентабельных нынче горох, масличный лен, рапс. Сейчас огромный спрос на чечевицу. За килограмм дают от 70 до 90 рублей при себестоимости около 25 рублей. Благодаря сотрудничеству с азиатскими странами у республики есть хорошая возможность успешного экспорта. Дилия Махмутова, Артур Хуснуддинов, Виктор Миренков. Итоги недели. В Уфе открылся региональный банк еды «Русь». Проект запустили более 10 лет назад. Благодаря ему нуждающиеся из 60 регионов России могут получить необходимое продовольствие. На неделе состоялось открытие главного офиса распределительного центра. Продукты питания будут фасовать именно здесь. В основном в них нуждаются пенсионеры старше 65 лет, у которых нет никаких родственников, и малоимущие семьи с детьми. Это не обязательно люди, которым нужна эта помощь постоянно. Человек может попасть в сложную жизненную ситуацию, где ему будет необходима поддержка. И как раз-таки банк еды – это та система, которая будет осуществлять такую поддержку на территории республики. Еще один распределительный центр запустят в Уфимской Черниковке. Продукты на складе надолго не задерживаются. После поступления их стараются сразу пустить в дело. В основном это бакалея, крупы, чай, сахар, ультрапастеризованное молоко. Наборы будут собирать волонтеры. Первые продуктовые комплекты планируют передать нуждающимся уже в понедельник. Агропроизводители тоже будут жертвовать те овощи и фрукты, которые по какой-то причине не продались, но при этом абсолютно пригодны. И я надеюсь, что как раз в сезон мы тоже эту технологию опробируем. Световая арка, клумбы, скамейки и подводное царство. В Уфе благоустроили 3 сквера вдоль улицы Ленина. Столица республики продолжает наряжаться к 450-летнему юбилею. Появились и более 500 объектов туристического кода по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На это Уфа получила субсидию из федерального бюджета более 200 миллионов рублей. А вот на набережной строится колоннада дружбы, которая станет точной копией сооружения в столице Абхазии Сухуми. Обо всем по порядку расскажет Эмиль Басареев. Мимо этой световой арки, увитой зелеными листьями, вечером пройти нельзя. Уфимцы и гости столицы спешат сделать на ее фоне несколько фотографий. Перед молодежным театром появился сквер, который украшают большие фигуры музыкантов, а рядом освещенные клумбы с растениями. Этот объект еще больше украсил нашу замечательную улицу Ленина. А вот сквер возле кинотеатра «Родина» смело можно назвать морским царством. Здесь появились фигуры Посейдона, нимфы, русалки, морского конька, дельфина. А рядом царевна-лебедь из сказки Пушкина ждет князя Гвидона. В сквере установили парклеты, причем некоторые соединили с так называемыми водяными клумбами. Уфа меняется, Уфа преображается, Уфа с каждым годом становится лучше, это правда. И то, что так вот наше государство в нас вкладывается, в нашу республику, это только уважение. Это видно по инфраструктуре. Обновили сквер у концертного зала «Башкортостан». Теперь здесь красуется инсталляция 450 лет. А отдохнуть можно прямо среди цветов. Скамейки появились внутри клумб.
В Уфе все больше появляется объектов, связанных с историей. В саду Аксакова у пруда расцвел аленький цветочек, а рядом скульптура автора сказки Сергея Аксакова, который прогуливается с семьей. Набережную теперь украшают металлические скульптуры копий артефактов коллекции сарматского золота. Олень сделан в технике габион, а вот медведь – мозаики. Каждый элемент – это карта республики, и вместе они составляют фигуру хозяина леса. Красота – это вот как раз это и отличает нашу республику. То есть люди, которые приезжают в нашу столицу республики, вот они знакомятся и узнают. Очень здорово, что наши руководители акцентируют внимание на благоустройство. К слову, набережную в скором времени украсит еще один объект. Колоннада Дружбы станет точной копией сооружения в Абхазии. Она будет смотреться величественно как с берега, так и с палубы теплохода. Люди с нетерпением ждут открытия. Необычная, красивая колоннада, и я думаю, что она впишется в общую вот эту вот красоту набережной. Будет очень самое прекрасное место. Это будет украшением всего города. Я думаю, намного добавит красоты. Жителям будет комфортно там гулять по вечерам. Будет привлекать как гостей Уфы, так и местных жителей. Еще один повод прийти сюда, погулять вечером или днем с детьми, всей семьей. Размер сооружения составит около 12 метров в высоту, длина будет 30, а ширина достигнет 6 метров. В скором времени рабочие приступят к устройству монолитной балки. Нижняя часть колоннады уже дает представление о том, каким будет сооружение. Оно будет облицовано натуральным камнем, который везут из Киргизии. На сегодняшний день поставлено около 70% всех каменных изделий. В ближайшее время ожидаем оставшихся материалов. То есть это общая номенклатура составляет более 300 видов элементов. В прошлом году в основание будущей колоннады первый камень заложили глава Башкортостана Ради Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Две республики связывает дружба длиною более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. А уже в 90-е Башкирия протянула руку помощи братскому народу, оказывая гуманитарную помощь. Республика Башкортостан оказала всемирное содействие в условиях абхазско-грузинского конфликта в виде продовольствия, предоставления продовольствия, поддержки, подготовки специалистов. И вот эта тенденция, этот тренд, он сохраняется и сейчас. И колоннады, памятники, они носят, конечно, определенные затраты несут, но они воспитывают существующие и будущие поколения людей своим вот присутствием. Чувство братское, действительно искреннее чувство к башкирскому народу, когда нам стало очень тяжело, вот когда Грузия напала, вот эта беда, война пришла к нам, они вот действительно были рядом с нашим лидером, и они всячески помогали. Нам даже были врачи в области культуры, искусства, да. Мы посылали туда на учебу, на бесплатное обучение, не только обучать врача и режиссеров, и воспитывали. Это огромная благодарность. К юбилею столицы на прилавках уже появилось множество сувениров с изображением символа города, куницы и достопримечательностями Уфы. По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова был разработан официальный бренд-бук, поэтому все создается в едином стиле, в том числе и кондитерские изделия. К примеру, такие пряники способны подарить вкус праздника большого юбилея. Эмиль Басареев, Дилия Махмутова, Виолетта Ахмадулина, Азат Ишбулатов и Артур Ханов. Итоги недели. Уфа. В Стрельбашевском районе восстанавливают уникальный для республики Николо-Бондаревский храм. Он, как и многие, пострадал в советские годы, но пережил тяжелое время. Еще сохранились черты былого величия и красоты. Здание уникально тем, что совмещает в себе детали православных и католических храмов. Церквей в подобной стилистике в Башкортостане больше нет. Подробности далее. Впервые я храм увидела в книге. Посмотрела и подумала, вот там, где этот храм, поставить бы монастырь. Был бы такой хороший монастырский храм. И я никогда в жизни не думала, что действительно придет время, и я буду именно в этом месте, о котором я подумала. Это одно из многих чудес, которые здесь случаются, считает матушка Евтропия. Николо-Бондаревский храм еще издалека приковывает к себе внимание. Специалисты сразу разглядят слияние архитектурных стилей. И так получилось, что восстанавливать церковь пригласили как раз такого человека. Я по специальности архитектор, это первое, что и у меня уже опыт восстановления, реставрации храмов. Здесь практически пришлось начинать с изменения
изменение ландшафта. Иначе и воды, и осыпи грунта было, и невозможно было толком не подъехать, ни машину поставить, ничего. И практически пришлось, буквально в смысле слова, переставлять горы с места на место, буквально, без преувеличения. Только на эту матушке Евтропии ушли годы, а изначально еще в нулевых храм передали мужскому Покрово-Инатскому монастырю. Его братья и начала работы. А 6 лет назад здесь было решено образовать Никольский женский скит, который в будущем должен стать уже женским монастырем. Храм начали строить еще в середине 19 века по заказу местного помещика Бондаревского, Поляка. А архитектор храма был немец. Я думаю, немцы-католики. Вот, наверное, вот этот дух, вот он и сохраняет, забыл как-то такой симбиоз православной архитектуры, как говорится, и католической. Ну, есть, конечно, свои особенности. Такого храма второго нет. Вот в Башкирии такой храм, сказали нам, что есть где-то в районе Санкт-Петербурга. Там в архиве хранятся документы и чертежи, к которым уже не раз обращались. Советские годы сильно повлияли на храм. Здание использовали под хозяйственные нужды. Раньше в деревне Васильевка кипела жизнь, как и в соседних селах. Сейчас в округе жилых домов не осталось, но многие поколениями ждали возрождения храма. Это икона святителя Николая. Это главная икона нашего храма. Она была написана ко дню открытия, ко дню освящения престола, подарена на храм. Кто автор, кто дарил, мы не знаем. Но, очевидно, Бондаревский, тот, кто строит этот храм. Когда было разорено все везде, был разорен этот храм, одна из прихожанок, она эту икону сохранила. Ее потомки тоже прятали эту икону. И когда стал храм восстанавливаться, вот пришел мужской монастырь, она принесла эту икону. Икона сама заявила о себе, говорит матушка Евтропия. Замироточила. С ней священнослужители отправлялись в крестный ход по республике. Иконы и сейчас притягивают верующих. Марсель живет в Петербурге, но каждое лето проводит здесь. Помогает в восстановлении. Несколько лет назад, отдыхая в Башкортостане, случайно оказался в храме. Сейчас уже понимаю, что благодатью Дух Святой на меня сошел. Я просто в слезы подался. Я не понимал, что такое происходит. Я не слышал никаких ни проповедей, ни сказаний об Иисусе Христе, о Троице, получается. Но я просто уже как-то поверил душой и сердцем. Жизнь ради себя, для себя, ради своего чрева, как-то для меня уже тяжело стало, бессмысленно получается. Я уже приезжаю сюда, потрудиться для Бога, ради Бога. Сейчас силами трудников, сестер и помощников на пожертвование идет строительство жилого корпуса, создается просветительский центр, засаживается сад. Храм расположен в красивейшем месте, которое нужно привести в порядок. Матушка Евтропия рассуждает уже как архитектор, продумывает каждую деталь, логично вписывая в ансамбль будущего женского монастыря. Лестница, которая будет снизу вести прямо к городу, это будет лестница Иакова, как бы вход в рай. В общем-то, задумано так, по горе снизу вверх, что она будет служить и как бы сценическая площадка. Здесь можно проводить какие-то мероприятия, фестивали и так далее. Очень много союзников, единомышленников у нас появилось, Бог послал. Ведь не человек строит храмы и монастыри создает, это Бог. Поэтому надо это понять, мы только инструменты в Божьих руках. Как песня поется, я кисточка в Божьих руках. И оставить свой след на этой картине может каждый. Необходимы и рабочие руки, и финансовая поддержка. Сестры будут рады любому участию в этом общем деле. На экранах указан номер карты, куда можно перевести пожертвования, и телефон, по которому можно связаться с матушкой Евтропией, внести свой вклад, чтобы через пару лет увидеть, как, объединившись, люди возродили это место. Анастасия Ильчебаева, Рустам Саитов, Алмаз Нуриддинов. Итоги недели. Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу впервые выступила в Башкортостане. Светлана Капанина приняла участие во всероссийском слете любителей авиации «Открытое небо», прошедшем на аэродроме Первушино. Около 70 самолетов представили групповые и одиночные пилотажи. Также организовали выставку ретро-самолетов. На фестивале «Влюбленных в небо» побывала Алия Ильтубаева. От медицины к спорту. Семикратная абсолютная чемпионка мира считает смену работы в аптеке на управление самолетами случайностью на всю жизнь. Ранее Светлана Капанина бывала в Башкортостане, но именно в небе республики оказалась впервые. У меня есть такая фишечка. Я очень люблю делать программу от настроения, от того, как люди встречают, от того, как погода, настроение. То есть немножечко фигуры эти соединять импровизацией.
Гостей праздника с неба приветствовали именитые парашютисты республики и не только. Небо над Первушино окрасилось в цвета национальных флагов России и Башкортостана. На празднике дети и взрослые запускали воздушных змеев, наблюдали за выступлением воздушных акробатов и элементами авиашоу. Я когда увидел, как дым пускал самолет, сам был в шоке. Ты хочешь стать летчиком? Да, вон на том вертолете летать синим. Очень здорово. Особенно порадовал гвоздь программы в виде выступления Светланы Копаниной. Мы очень давно хотели ее увидеть, посмотреть ее пилотаж. И нам просто повезло в этом году. Вообще в восторге. Не ожидали даже. Очень много интересных самолетов, и исторические такие уже, раритетные, и современные. Все очень классно. Всего наша команда их провела 13 таких слетов. Один из них проходил в Омске, один из них проходил в том числе в Тверской области. Мы не изменяем традиции слетов. Вот, народ прилетает. Примерно из 40 регионов России прилетели борта. В этот раз много прилетело. У нас на площадке около 70 самолетов. Поэтому все, что мы ожидали, вот мы и делаем. Все практики, которые мы делаем здесь, мы транслируем на страну. Почти полвека назад в небо республики поднималась и Эмма Тульвинская. В молодости она занималась парашютным спортом и летала в Стерлитамакском аэроклубе. Теперь посещение аэродрома для нее – повод вспомнить былые времена. Я летала на самолетах Як-12. Это в то время, когда мы летали, с 72 по 75 год я на них летала. Других самолетов не было пилотажных. Авиация – это любовь всей моей жизни. Я до сих пор смотрю в небо, выбегаю по всем пролетающим самолетам, вертолетам. Для меня это все. Прошлое напоминание о том, что российская авиация шагнула вперед. Особое внимание взрослых и детей привлекла раритетная техника. На советском По-2 пилот из Самары преодолел путь в 400 километров. Именно на таком самолете свои навыки отрабатывали дважды Герой Советского Союза Муса Агареев и сотни тысяч советских солдат. Воздушному судну более 80 лет, но его удалось починить и поднять в небо. Использована конструкция бипланная коробка, она достаточно жесткая и прочная. Металлические стойки бипланные. Сама конструкция самолета, фюзеляж деревянный, в передней части зашит фанерой, в задней части зашит тканью. Гостей и участников праздника аэродром Первушино принимает в 13-й раз. Мероприятие это ежегодное. Многие из постоянных зрителей считают, что это отличный повод привить любовь к небу и юным гостям слета. Большинство из ныне действующих пилотов аэродрома начинали проявлять интерес к крылатым машинам именно отсюда, будучи еще зрителями. Всероссийский слет любителей авиации стал традиционным для Башкортостана мероприятием. На одной площадке собрались гости и участники с разных уголков России. Каждый желающий мог провести день с лучшими пилотами страны, узнать много нового про авиацию и даже прикоснуться к истории. Алия Эльтубаева, Вадим Исламов и Ильдар Давлетов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. До свидания.